Зеленский сделал заявление о начале режима прекращения огня в море, на суше и в небе. Путину придется пойти на уступки, а на украинско-российской границе ожесточенные бои. Что известно о новой попытке вторжения? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Молчит и ждет, почему Путин прекратил комментировать любые события, связанные с переговорным процессом трех стран. С чем связано его молчание? Обсудим с экспертом. Враг Москвы Польша начинает переговоры с союзником Кремля Турцией. Для чего встречаются Туск и Эрдоган? Лукашенко летит в Москву, в США называют прекращение огня хрупкой идеей, а в Австралии мужчина 100 дней прожил с искусственным сердцем из титана. Обзор важных событий. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Российские войска штурмуют границу Украины в районе Сумской области. Перед ними поставлена задача совершить новое вторжение с территории Курской области и закрепиться в Украине, а также расширить плацдарм. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины. Армия Путина небольшими штурмовыми группами пытается прорвать кордон в районе села Новенькое, чтобы окружить ВСУ и ударить по логистике. Там идут ожесточенные бои. При этом армия РФ не использует тяжелую технику. Идут попытки зайти вглубь группами до 5 человек. Украинский мониторинговый канал Deep State тем временем сообщает, что продолжаются бои в районе Суджи. Россияне давят с востока и севера. Ситуация остается тяжелой. США и Украина скрывают детали своих переговоров за закрытыми дверями в Саудовской Аравии. В этом признался госсекретарь Марко Рубио. Он говорит, что в любых переговорах есть тайна, и рассказывать о возможных рычагах давления общественности не положено. При этом Рубио впервые признался, что Киев и Вашингтон говорили о территориальных уступках, но что конкретно обсуждалось, осталось тайной. Кроме того, Рубио признается, США хотят узнать настроение Путина и, главное, есть ли у него желание завершить войну. Теперь все зависит от России, скажет ли она «да». Если ответ будет положительным, это отличная новость, и мы начнем процесс. Сделаем все возможное, чтобы продвинуть его вперед. Если же они скажут «нет», тогда нам придется все тщательно обдумать, понять, где мы находимся в этой ситуации и каковы их истинные намерения. Если они откажутся, это многое расскажет нам об их целях и мышлении. Мы надеемся, что во время нашей последней встречи они выразили готовность при определенных условиях, не уточняя, каких именно, завершить этот конфликт. Прекращение огня – это, пожалуй, самая сложная и хрупкая идея за весь десятилетний конфликт. Судьба режима тишины на линии фронта определит будущее поддержки Украины, ее суверенитет и само выживание. Об этом пишет CNN. Авторы публикации считают, что Путин для сохранения видимости игры по правилам Трампа примет какой-то вариант мира. Но это может быть не немедленное прекращение огня. Вероятно, что он будет затягивать сроки начала тишины, чтобы успеть достичь военных целей, особенно в Курской области, считают авторы. Зеленский же впервые заявил, что встреча в Саудовской Аравии разбила планы России. Кроме того, озвучил, когда может начаться прекращение огня. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни. Що стосується другої частини... Коли реалістичне припинення вогню? Сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни сьогодні на 100%. И все же, настанет ли в Украине мир и возможен ли он с учетом стратегии Путина? Эти вопросы мы обсудили с политическим аналитиком. Ну, знаете, что называется, я говорила, говорю и буду говорить, что единственная гарантия безопасности в Европе и мире – это изменения в самой России. Только с уходом Путина, с возвращением России на путь демократического развития можно будет говорить о безопасности.
пока у власти находится путинская диктатура, ни о каких долгосрочных гарантиях безопасности, на мой взгляд, говорить невозможно. Премьер Польши, которого в Москве считают врагом, решил встретиться с одним из союзников Путина – Эрдоганом. В Турции будет поднят вопрос войны в Украине, заявляют в Варшаве. Но это лишь одна из тем для обсуждения. Я отправляюсь в Турцию на встречу с президентом Эрдоганом, и этот вопрос имеет решающее значение с точки зрения интересов Польши и нашей безопасности. Мы будем говорить о роли Польши, роли Турции, когда речь идет о стабилизации в регионе, когда речь идет об оценке первого раунда переговоров, который закончился. Я имею в виду переговоры в Саудовской Аравии между Украиной и Соединенными Штатами, о возможном участии Турции и Польши, когда речь идет об обеспечении прочного мира и спокойствия в регионе, в том числе и на российско-украинской границе. Эрдоган, напомню, недавно предложил Турцию как место для переговоров США, Украины и России, назвав свою страну идеальной для этой встречи. Напомню также, что турецкий президент выступает за то, чтобы Москва вывела войска из Крыма и вернула полуостров Украине. Его возвращение – это требование международного права, заявляли в Анкаре. Молчание Путина. Команда Нехта отмечает, что после возвращения Трампа в Белый дом Путин крайне редко комментирует ситуацию, связанную с российско-американскими отношениями, а также с переговорным процессом трех стран. С начала января он сделал лишь несколько заявлений. Один раз поговорил с Трампом, и на этом все. В то же время американский президент, украинская сторона активно комментирует и говорят об изменениях в мире. С российской стороны в основном комментарии можно услышать от главы МИД РФ Лаврова, его помощницы Захаровой, также от пресс-секретаря Путина Пескова. Молчание Путина может быть связано с его страхом перед Белым домом. Трамп действует жестко, и Москва понимает, в его арсенале есть не только пряники, но и серьезное давление. Поэтому Путин боится оступиться. Об этом в эксклюзивном интервью Нехта заявила российский политический аналитик Ольга Курносова. Очень нестабильная ситуация. И непонятно, куда она вырулит. И Путин, я думаю, по-прежнему опасается Трампа. И понимая, что вот все те комплименты, которые ему отвешивает Трамп, могут быть некой завесой, пряниками, а кнут, который Трамп держит где-то там за пазухой, или нож, или пистолет, не знаю что, может быть гораздо более опасным, чем это представляется многим. Да, я уверена, что он очень внимательно смотрел встречу Зеленского с Трампом и понимает, что ему так, он так не хочет. Да, и поэтому, что называется, он берет на вооружение старый рекламный слоган «Иногда лучше жевать, чем говорить», и молчит. А у него есть много говорящих голов, которые могут скидывать разные месседжи, чтобы всех запутать, чтобы ничего было непонятно. Лукашенко летит в объятия Путина. В Минске пафосно заявили, что непризнанный мировым сообществом президент отправился с визитом в Москву. И это его первая зарубежная поездка после того, как он в 7-й раз сам себя переизбрал в президенты. Лукашенко и Путин собираются тет-а-тет обсудить некие вопросы. Заявляется, что одной из тем станет и международная ситуация. А еще у Лукашенко появляется шанс задать те вопросы Путину, ответы на которые сам Лукашенко точно не знает. К примеру, в начале марта в интервью американскому блогеру Науфалю Лукашенко допустил, что Путин скорее сожалеет о том, что начал войну. Сожалел, не сожалел. Вы знаете, мне кажется, Путин, мы на эту тему с ним не разговаривали, но я же его хорошо знаю, он не думал, Путин не думал, что это выльется в такую войну. Он этого не думал. В противном случае он бы не пошел на переговоры. Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин пошел мгновенно на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Поэтому он сожалел, скорее всего, только потому, что это вылилось вот в такой полномасштабный конфликт, в войну.
Почему Путин не вывел войска из Украины, если понял, что все переросло в такой полномасштабный конфликт и хотел договориться? Лукашенко не ответил, но имеет возможность обсудить эту тему лично 13 марта в Кремле. Искусственный интеллект раскрывает тайны древних писаний. Ученые впервые смогли заглянуть внутрь свитка, похороненного извержением вулкана Везувий 2000 лет назад. Это стало возможным благодаря технологии ИИ. Прочесть, что написано на древнем папирусе, не раскрывая его, то есть виртуально, уже не является проблемой. Разработчикам технологии даже удалось разобрать первые слова на древнегреческом языке. Одно из них означает «отвращение». Эксперты уверены, это философские тексты, которые мир не видел со времен античности. Древний свиток был найден в древнеримском городе Геркуланум в итальянском регионе Кампания. Библиотека в Геркулануме в основном содержит греческие философские тексты, преимущественно школы, основанной Эпикуром. Эпикур утверждал, что мир физически состоит лишь из атомов и пустоты, их комбинаций, и, что с этической точки зрения, боги не заботятся о нас, поэтому мы должны стремиться к приятной жизни. Он выступал за своего рода этический гедонизм. Мы должны делать то, что приносит удовольствие, жить без страха перед тем, что произойдет с нами после смерти. Но при этом мы все же должны существовать в человеческом обществе и вести себя должным образом, чтобы делать это безопасно и счастливо. Мировой прорыв в медицине. Австралиец прожил с искусственным сердцем рекордные 3 месяца. Фантастика стала реальностью, пишет западная пресса. 40-летний австралиец, внутри которого билось сердце из титана, столь длительный срок, теперь знаменитость. Уникальный имплант буквально спас ему жизнь, пока врачи ждали подходящее донорское сердце. Мужчина прожил с искусственным сердцем как минимум 100 дней, после чего ему успешно пересадили уже настоящее. А вот создатель титанового двигателя для человека заявил, что теперь сотни людей получат шанс на спасение благодаря новейшей технологии. Врачи говорят, это начало новой эпохи, ведь сердечная недостаточность ежегодно уносит тысячи жизней. Сейчас же появилась надежда. Отмечу, что операцию на сердце специалисты проводили в больнице Святого Винсента в Сиднее. Как вам такое достижение? Поделитесь мыслями в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.